Русская народная сказка «Сестрица Аленушка и братец Иванушка». Жили-были старик да старуха. У них была дочка Аленушка да сынок Иванушка. Старик со старухой умерли. Остались Аленушка да Иванушка одни-одинешеньки. Пошла Аленушка на работу и братца с собой взяла. Идут они по дальнему пути, по широкому полю, и захотелось Иванушке пить. «Сестрица Аленушка, я пить хочу!» «Подожди, братец, дойдем до колодца». Шли, солнце высоко, колодец далеко, жар донимает, пот выступает. Стоит коровье копытце, полно водицы. «Сестрица Аленушка, хлебну я из копытца». «Не пей, братец, теленочком станешь». Братец послушался, пошли дальше. Солнце высоко, колодец далеко, жар донимает, пот выступает. Стоит лошадиное копытце, полно водицы. «Сестрица Аленушка, напьюсь я из копытца». «Не пей, братец, жеребеночком станешь». Вздохнул Иванушка, опять пошли дальше. Идут, солнце высоко, колодец далеко, жар донимает, пот выступает. Стоит козье копытце, полно водицы. Иванушка говорит: «Сестрица Аленушка, мочи нет, напьюсь я из копытца». «Не пей, братец, козленочком станешь». Не послушался Иванушка и напился из козьего копытца. Напился и стал козленочком. Зовет Аленушка братца, а вместо Иванушки бежит за ней беленький козленочек. Залилась Аленушка слезами, села под стажок, плачет, а козленочек вокруг нее скачет. В ту пору ехал мимо купец. «О чем, красная девица, плачешь?» Рассказала ему Аленушка про свою беду. Купец ей говорит: «Поди за меня замуж, я тебя наряжу в злато-серебро, и козленочек будет жить с нами». Аленушка подумала и пошла за купца замуж. Стали они жить-поживать, и козленочек с ними живет, ест, пьет с Аленушкой из одной чашки. Один раз купца не было дома. Откуда ни возьмись, приходит ведьма. Стала под Аленушкино окошко и так ласково стала звать ее купаться на реку. Привела ведьма Аленушку на реку, кинулась на нее, привязала Аленушке на шею камень и бросила ее в воду. А сама обернулась Аленушкой, нарядилась в ее платье и пришла в ее хоромы. Никто ведьму не распознал. Купец вернулся, и тот не распознал. Одному козленочку все было ведомо. Повесил он голову, не пьет, не ест. Утром и вечером ходит по бережку около воды и зовет: «Аленушка, сестрица моя, выплынь на бережок». Узнала об этом ведьма и стала просить мужа: «Зарежь, да зарежь козленка». Купцу жалко было козленочка, привык он к нему. А ведьма так пристает, так упрашивает. Делать нечего, купец согласился. «Ну, зарежь его». Велела ведьма разложить костры высокие, греть котлы чугунные, точить ножи булатные. Козленочек проведал, что ему недолго жить, и говорит названному отцу: «Перед смертью пусти меня на речку сходить, водиться испить». «Ну, сходи». Побежал козленочек на речку, стал на берегу и жалобно закричал: «Аленушка, сестрица моя, выплынь на бережок,
Костры горят высокие, котлы кипят чугунные, ножи точат булатные, хотят меня зарезать. Аленушка из реки ему отвечает: «Эх, братец мой Иванушка, тяжел камень на дно тянет, шелково трава ноги спутала, желтые пески на груди легли». А ведьма ищет козленочка, не может найти, и посылает слугу: «Пойди, найди козленка, приведи его ко мне». Пошел слуга на речку и видит: по берегу бегает козленочек и жалобно-жалобно зовет: «Аленушка, сестрица моя, выплынь, выплынь на бережок, костры горят высокие, котлы кипят чугунные, ножи точат булатные, хотят меня зарезать». А из реки ему отвечают: «Ах, братец мой Иванушка, тяжел камень на дно тянет, шелково трава ноги спутала, желтые пески на груди легли». Слуга побежал домой и рассказал купцу про то, что слышал на речке. Собрали народ, пошли на реку, закинули сети шелковые и вытащили Аленушку на берег. Сняли камень с шеи, окунули ее в ключевую воду, одели ее в нарядное платье. Аленушка жила и стала краше, чем была. А козленочек от радости 3 раза перекинулся через голову и обернулся мальчиком Иванушкой. Ведьму привязали к лошадиному хвосту и пустили в чисто поле. Спокойной ночи, ребята. До новых встреч!